Проблема водоснабжения в Малгобеке существовала долгие годы. Ситуация усугублялась в летний период, особенно на возвышенной местности, где вода просто не доходит до потребителей. Бывает. Там 110 га, вот эти есть. У нас бывает. А в самом городе у нас не так уж проблема. Примерно вот 1000, хотя бы 2000, 3000, если добавится в летом, лучше будет воды. И уже в 2021 году оставшиеся цифры будут покрыты благодаря возведению насосной станции, резервуара и водопровода. 7 единиц специальной техники и несколько бригад рабочих строят станцию поэтапно. Работы, начаты в прошлом году, завершатся в 2021. Работы были начаты в июне этого года. За это время было практически проложена вся труба. Общей протяженностью где-то 7700 метров. На данный момент идет процесс поставки насосной станции. Поставка должна осуществляться с Европы, с Италии, с фирмой Ибара. При поставке уже, в принципе, будет произведен монтаж насосной станции, и, соответственно, к этому времени будет установлено 2 резервуара. На новой станции будет находиться блочно-модульное здание контейнерного типа. В нем разместят 6 насосов, 4 основных и 2 резервных. Общая производительность рабочих гидронасосов составит 660 кубов в час. Установленная мощность водоподающей станции 300 киловатт, стоимость 70 миллионов рублей. Я считаю, что для города Малгобек это будет очень хорошим подспорьем, и мы значительно увеличим добычу воды, так как жители и город в целом сталкивался с нехваткой воды, особенно в теплое время года. Проект «Чистая вода» затронет все районы республики. Так, в Магасе на сдаче 8 артезианских скважин, 4 из которых уже запущены и работают исправно. Строительство началось в 2019 году. За это время освоили все 50 миллионов рублей на сооружение. Ранее в городе для обеспечения жителей водой использовалось лишь 4 скважины, выдающие 2000 кубов в сутки. Сейчас эта цифра увеличится в 2 раза. Очень большая необходимость была. У нас с электроэнергией очень большие затраты были. Сейчас, думаю, мы справимся, что расход будет меньше, так как первый подъем, отсутствие второго подъема, уже можно будет сказать, экономим больше. А в цифрах? В цифрах у нас, можно сказать, ежемесячно расход электроэнергии около 1 300 000 уходило. Сейчас уже наполовину, даже и меньше может быть. Город растет, а вместе с тем и численность населения. Для большего потребления мощность подаваемой воды решили увеличить на перспективу. За рабочим процессом наблюдали специалисты из строительного контроля. Заверяют, что бурение и обустройство проходило по всем нормам и правилам. Все работы выполнялись у нас согласно проектно-сметной документации. Глубина у нас скважин, согласно проекту, 300 метров. То есть пробуривалась скважина глубиной 300 метров. И после всех видов работ, которые там должны быть согласно проекту, опускался насос на уровне 80 метров. С этого уровня по пластиковым трубам, полиэтиленовым трубам диаметром 110, вода подается у нас в резервуар. И с резервуара подается населению. За 2019 год по проекту успели освоить 27 миллионов рублей. Это строительство насосной станции, резервуара и водопроводов Датых, строительство водопроводов в селении Инарки и Насыркожское. Пробурили и обустроили артезианские скважины в районе Теркского хребта и начали работы по бурению магасовских скважин. За 2020 эта цифра перешла за 100 миллионов рублей. Закончили обустройство скважин в столице республики и начали возводить Малгобекскую станцию. На 2021 год нам Минстроем России выделены лимиты около 104 миллионов рублей. И в 2021 году мы планируем завершить объект в Малгобеке, который был переходящий с 2020 года. Также у нас будет строительство водопроводной сети в поселке Восточный города Сунжа, бурение и обустройство артезианской скважины в сельском поселении Троицкое. И один переходящий объект с 2021 года на 2022 год – это строительство насосной станции и водопровода в сельском поселении Вознесенское для нужд сельского поселения Акиев.
Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и действует до 2024 года. Всего выделено 860 миллионов рублей. По словам представителей Минстроя, в планах продлить проект до 2030 года. Далее Асканова, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.